значит, переговорный процесс, поэтому они ведут эти переговоры, значит, основательно, и, по-моему, тут мешают и политические моменты, и вопросы, связанные с защитой интересов собственного бизнеса, собственного производства. Значит, а мы вели эти переговоры в течение 3 лет. Таким образом, мы, значит, те производства, которые мы собирались защищать, мы их защитили. Те производства, которые мы не производили и не можем производить, по ним мы делали уступки. И по тем позициям, которые мы имели возможность совместно или каким-то образом в будущем построить, по ним имели определенный переходной период для того, чтобы иметь возможность и защищать, и открывать этот рынок. Вот с такой методикой нам просто удалось очень активно вести переговоры. У нас есть подготовленный сюжет. Давайте посмотрим. Всемирная торговая организация – это десятки соглашений по ведению экономики, которые подписываются и соблюдаются всеми ее членами. Они определяют особенности торговли чем-либо. Кыргызстан, как член организации, также имеет право влиять на выработку новых правил в мировой торговле. С этим республика получила как большую ответственность, так и больше возможностей. Возможность потребителей как можно более дешевле приобретать те или иные товары. И наоборот, для экспортеров из Кыргызстана ВТО обеспечивает, скажем так, правовой режим попадания наших товаров на рынки стран-членов ВТО. Более 10 лет назад Кыргызстан стремительно вошел во Всемирную торговую организацию, хотя по сей день ее пороги тщетно оббивают такие сильнейшие державы, как Россия и Казахстан. Членство в ВТО должно было принести нашей стране определенную выгоду. Эксперты заявляют, что подводить итоги еще пока рано. Тем не менее, за это время выявили свои плюсы и минусы. Последних оказалось больше. Будем говорить о качественных товарах. Качественных товаров сейчас доступ у нас гораздо лучше. Это обеспечивается тем, что у нас более либеральный режим доступа на наш рынок этих товаров. А экспорт, согласно данным соответствующих органов Кыргызстана, скажем, растет постепенно, но растет, хотя импорт, конечно же, значительно превышает экспорт. Членство в ВТО обернулось для Кыргызстана дорогой с односторонним движением. После вступления в организацию страна постепенно начала терять обороты экономического развития. Одним из главных условий членства в ВТО является создание равных условий реализации импортных и собственных товаров на внутреннем рынке. Но разве может наш производитель тягаться зарубежным? С этим согласны эксперты. Затраты на перевозку единицы продукции, как я уже сказал, в основном сельскохозяйственная продукция. Вот, скажем так, некоторые товары металлургической промышленности, то затраты значительны, и, естественно, вопросы конкуренции оказывают свое влияние, и здесь наши товары могут быть по той или иной причине менее конкурентоспособны. Лейбл Made in Кыргызстан не востребован на зарубежных рынках стран, входящих в ВТО. Поэтому основным торговым партнером нашей республики и на сегодняшний день являются страны СНГ. Сейчас 2/3 части товарооборота ведется с ними, причем в обе стороны, как импорт, так и экспорт. Вы знаете, что между странами СНГ существует зона свободной торговли. На многосторонней основе, на двусторонней основе мы торгуем с нулевыми таможенными ставками. Вот это, что обеспечивает, естественно, возможность беспрепятственной доставки товаров на рынки друг друга. Вот, причем достаточно хорошо налаженные связи. Впрочем, эксперты уверяют, еще рано ждать плодов от членства в ВТО. А пока Кыргызстану, как стране, которая не имеет выхода к морю, необходимо развивать транзит. Вы смотрите программу «Шаардыктар». У нас в гостях сегодня общественный деятель Эсенгул Омуралиев. И у нас есть на линии наш телезритель. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос. Вот продукты питания, да, которые завозятся к нам, при растаможке кто устанавливает цены и большой ли процент имеет от этого государство? Спасибо. Спасибо.
Что? Какой вопрос? Насчет продуктов, ввозимых, таможня, по-моему. Импортируемых продукций. Ну, импортируемую продукцию это удел частных, Каковы таможенные частных пошлины? компаний. Значит, пошлина устанавливается единым тарифом и продаются в внутреннем рынке. Никто цены там не устанавливает. Устанавливает те, кто их завозит. И устанавливает рынок. Я вот, когда спросили об этих ввозимых товарах, я вспомнила, как однажды китайский посол всегда вот в начале января они отчитываются о внешнеторговом обороте и отчитывается наше правительство за прошлый год, и там всегда разнятся цифры. И я задала такой вопрос няне и говорю, почему так происходит. Он просто улыбнулся, говорит, мы даем, говорит, как мы к вам завозим, а то, что завезено на самом деле, это уже... Это одно из преимуществ вступления Кыргызстана в ВТО. Вот здесь эксперт вам говорят, это движение одностороннего дороги, да? Я абсолютно не согласен с этим. Значит, вступлением Кыргызстана в ВТО очень много преимуществ Кыргызстан получил. Во-первых, мы стали предсказуемой, значит, страной в части экономических правил игры. То есть, приняв правила игры Всемирной торговой организации, мы стали таковой страной. То есть, наша законодательная база, она приведена в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации. Другое дело, мы его как выполняем, это другое дело. Вопрос, да. То есть, инвесторам дал сигнал, что они могут приезжать, работать здесь и при этом получать, значит, то есть получать гарантированную